сегодняшнем видео мы расскажем о самых интересных высказываниях про Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем мы вновь можем вас шокировать. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Хочу напомнить, что Таджикистан перешел к той форме правления, как сейчас, после страшной кровавой гражданской войны. Это было? Это было... еще в Российской империи, вспомни гражданскую войну. Минуточку, это было в Таджикистане? Это было совсем недавно. Ну что значит, 25 лет было назад. Это всего лишь. В Афганистане есть возможность. Это было настолько страшно. Афганистан, вот что Таджикистан место особенное. Но не случайно, каждый раз, когда пытаются, не понимая особенностей страны и особенностей людей, навязать им несвойственную форму правления, заканчиваются приходом страшных радикалов. Не Лешко, а настоящих жутких радикалов. Там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как Швей говорит, сожрать ложку кала, я уверен, сожру. Уверен. Без камеры, но сожру. Уважаемого имама Али Шариповича Рахмона, его рядом есть люди, которые очень давно работают и совсем, по-моему, в других временах живут. Они его убедили, что вот половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а вторую половину по другим. Ну, слушай, ну, это считай, что ты костюм, один рукав с одного материала, а другой с другого. Это несерьезно. Там начали вылазить 26-й, 25-й год. Я посоветовал, вы зайдите тогда в 24-й год или 23-й, когда вообще даже Таджикистана не было. Нельзя. Весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору. Пережил братский нам, любимый наш таджикский народ, который жил в составе Советского Союза, как и киргизы, как и казахи. Я отношусь к ним с большой любовью. Я помню с благодарностью, как они принимали во время Великой Отечественной войны семьи русских, украинцев, белорусов. Я думаю о них очень хорошо. Ну, я думаю, что хорошие люди. Ну, у меня знакомые есть, и они очень открытые, веселые, добрые. Ну, это очень хороший человек, который чтит свои традиции, чтит свой народ в целом, родителей. В общем, мне нравится. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.